Всем привет! В эфире передача «Дом, хозяйство и село». В нашей передаче вы сможете получить исчерпывающую информацию о ведении хозяйства, разведении скота и программах, ориентированных на развитие сельского хозяйства. Наша передача посвящена всем, кто заинтересован в создании собственного подсобного или фермерского хозяйства, всем, кто добился успеха в этом деле и готов поделиться своим опытом. Передача «Дом, хозяйство и село» предлагает самый доступный на сегодняшний день способ обратиться за помощью в Азиатский кредитный фонд, где не только выделят средства, но и помогут в разработке оптимального бизнес-проекта. Теплица – это участок грунта на поверхности земли для круглогодичного выращивания или выгонки растений с использованием обогрева. Обычно в теплицах выращиваются теплолюбивые или цветочные растения для выгонки на срезку зимой. Преимущество теплицы заключается в том, что она может использоваться круглый год, в то время как парник необходим только во время дачного сезона. Все теплицы, парники, зимние сады, независимо от того, что будет выращиваться в них, должны хорошо освещаться солнечным светом, поэтому теплицу устанавливают с южной стороны. Перед каждым огородником, серьезно занимающимся выращиванием различных растений, будь это овощи или фрукты, цветы или экзотические травы, встает вопрос, как обустроить это важнейшее садово-огородное приспособление. Обычно теплицы устанавливаются на определенном месте на длительный срок, как минимум на 3-4 года. Поэтому выбор участка для организации теплицы нужно осуществлять тщательно, учитывая различные условия по удобству пользования и в первую очередь по степени освещенности. Возможность теплицы улавливать солнечный свет – это самый важный показатель при установке теплицы. Большие по длине теплицы не рекомендуется разворачивать длиной стороной по направлению к преобладающим ветрам. Вокруг теплицы, особенно отапливаемой, образуется слой теплого воздуха, который служит для нее дополнительным теплоизолятором. Размеры теплицы варьируются от 2 до 6 метров в длину и от 2 до 3 метров в ширину. Наибольшей популярностью пользуются теплицы размером 2,5 на 2 метра. Это оптимальный размер для небольшого участка. Хочу заниматься тепличным бизнесом. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, как организовать и выгодно ли это? У вас есть желание иметь зимой на столе огурчики и помидоры, выращенные собственноручно? Ваше желание вполне исполнимо. С этой целью и созданы теплицы, чтобы сохранить кусочек лета среди морозной зимы. Начинать с изучения, что пользуется на данный момент с большим спросом. Цветы или овощная продукция в их регионе, где они проживают. Потом, значит, если они хотят зимой получать эту продукцию, то они должны, конечно, просчитать, каким источником отопления они будут пользоваться. И зимой необходима досветка, допустим, вот как на розах или на овощах. Ну, герберы вот у нас растут без досветки. То есть естественное освещение только в зимний период. Выращивание в теплице приносит результат как минимум 2-3 раза превышающий выращивание в открытом грунте. Немаловажным фактором является и то, что в теплице можно регулировать время сбора урожая. Таким образом, можно выбрать количество и сроки сбора урожая. Мы находимся в тепличном хозяйстве, у нас общая площадь 4 гектара. В данный момент здесь мы стоим на 2 гектара, где посеяны томаты. Сейчас в данный момент начали получать урожай, начали спеть урожай. На выращивание томатов уходит 4-5 месяцев с начала посадки. Мы занимаемся уже второй год. В прошлом году сеяли огурцы, помидоры тоже были. У нас метод крестьянский, фермерской теплицы. С бытом проблемы нету, спрос очень большой. С течением времени изменялись конструкции и размеры теплиц. Появилось разделение сооружений на круглогодичные и весенние.
Большинство сооружений стало грунтовыми, то есть в них вместо привычных стеллажей стали использовать насыпной или естественный грунт. Каждое растение имеет собственные условия для роста. Благодаря новейшим технологиям для каждого региона Казахстана есть специальные виды теплицы, которые будут соответствовать климатическим условиям. Таким образом, в северных, центральных, западных и восточных регионах используют поликарбонатные либо четырехслойные пленочные теплицы, либо трехслойные с утеплителем. В южных регионах только пленочные. Также есть возможность ставить стеклянные теплицы. Если вы будете выращивать дорогостоящие овощи, то теплица может быть и из стекла, или из поликарбоната. Но если вы будете сажать огурцы и помидоры, то советуют поставить пленочные многослойные теплицы. То есть вложенные средства должны соответствовать выращиваемой продукции для равномерной окупаемости. У нас в Казахстане по регионам разный температурный режим. То есть Алматинская область минус 25 градусов, скажем так, Ахтау минус 10 градусов, а Астана, допустим, минус 40 градусов. Исходя из этого, надо привязываться к климатическому условию. В теплицах выращивают разные растения – овощи, фрукты, цветы, травы и многое другое. А чтобы растение хорошо плодоносило, надо вовремя поливать. Именно вода является катализатором питания растений. Поливы, я говорю, в зависимости от сезона. То есть, если температура и влажность в теплице повышается, значит мы количество поливов уменьшаем. Также смотрим по состоянию влажности субстрата, измеряем эту влажность, вот у нас где растет гербера, и также и вручную, и у нас есть прибор специально для определения влажности. Эксперты тепличного бизнеса сходятся на том, что выгоднее всего выращивать цветы, затем зелень и только потом овощи. Ну, наш тепличный комплекс состоит из 6 гектар цветочных культур, где произрастают цветочные культуры. Вот посаженные в основном лучше всего рассаду цветов сажать весной. И вот посаженные один раз весной, мы где-то месяца через 2-2,5 начинаем получать продукцию. И эту получаемую продукцию мы срезаем каждый день в течение 3-4 лет с одного вот кустика. То есть мы, когда подбираем сорта, также смотрим на урожайность. Это 200-250 штук, вот, допустим, герберы из квадратного, с одного растения в течение года. Если температура в парнике поднимается, то срабатывает система вентиляции, и в теплицу через определенные отверстия попадает свежий воздух. Система вентиляции поддерживает оптимальную температуру, необходимую для развития растений. Растения не любят перепада температур и реагируют на эти изменения торможением в росте. Система температурных режимов, они регулируются посезонно. То есть летом мы закрываем экранами, у нас есть также автоматически закрывающаяся система зашторивания, и подается дождевание. Зимой, значит, дополнительное освещение и, естественно, поливы поменьше. Летом, значит, мы стараемся температуру снизить, а зимой повышаем. Отапливаемся мы от центрального отопления, от рядом стоящей ТЭЦ-3, то есть горячая вода. По трубам у нас несколько контуров отопления, то есть нижнее, боковое, верхнее. По природе, конечно, оптимальная температура это 20-25 градусов в среднем. Конечно, днем она в теплицах жарко, здесь отопление отключается, у нас пленочная теплица, днем 30-35 градусов поднимается температура, а ночью стараемся поддерживать 20 градусов в среднем, 18-20 градусов. Это оптимальный вариант, оптимальный режим для выращивания любой культуры.
Растения – это живые существа, они чувствуют отношение к ним и на любовь всегда отвечают взаимностью. Был проведен эксперимент, в котором участвовали два совершенно одинаковые растения. Их в одно и то же время поливали, удобряли, только одно растили в любви, с ним разговаривали и хвалили, другое растение постоянно ругали. В итоге растение, которое любили, было таким же жизненным и красивым, в то же время как другое начало болеть и в конце концов погибло. Изречение «любовь спасет мир» даже по отношению к растению актуально. Стоимость теплиц сделана такой, чтобы окупить ее в течение 2 лет при среднем урожае. Мы отчетливо понимаем степень ответственности за цену в той же мере, как и ответственность за качество. Обо всем этом в рубрике «Почем?». А теперь давайте узнаем среднюю стоимость теплиц по Казахстану, а также во сколько обходится содержание одной теплицы. Какую аудиторию, какую теплицу предоставить? Прежде всего, я думаю так. Почему? Потому что все-таки промышленные теплицы не каждый построит. Это надо привлечение государственных средств, дополнительно свои средства необходимо будет выделено. То есть там идут определенные затраты, исходя из этого, как бы не каждый в состоянии удовлетворить, скажем, построить теплицу. Но человек должен определиться, что хочет он. Крестьянский, фермерский хочет теплицу или промышленные, которые большие объемы будут давать. Для этого надо, в первую очередь, надо источник финансирования определиться надо. С чего он должен финансировать это все? Потому что начать это дело оставить нельзя, потому что он сразу результат не даст. Это первоначально год-два, это обязательно нужно подготовительные работы, научиться, как выращивать. Это, соответственно, начать, если до осени получит урожай, это очень сложно будет. 6 квадратов, 10 квадратов, там, 20 квадратов. Это, я считаю, это без проблем. Это на любителя. Любой человек этим может заняться. Ну, раз фермерские теплицы, которые по себестоимости очень дешевые по сравнению с европейскими технологиями, здесь срок окупаемости, я думаю, это 3-4 года. По мнению экспертов, на дачном участке можно поставить теплицу с поликарбонатным покрытием площадью 12 квадратных метров, стоимость которой составит около 48 тысяч тенге. Теперь давайте узнаем мнение казахстанцев о том, выгодно ли выращивать овощи в теплице. Я лично считаю, что в теплицу, выгодно, потому что там выращивать можно овощи, фрукты, растения. И зимой это, наоборот, очень хорошо. Ну и летом тоже можно, но особенно это зимой. Вы знаете, если честно говорить, то вот в этом году вообще желающих много. Вот покупателей, я считаю, что, конечно, выгодно, если заняться дружнику села, вот им выгодно, потому что каждому хочется, конечно, с огорода, собственными своими руками вырастить хотя бы огурцы, помидоры. Выгодно. Достаток в ваших руках, дорогие телезрители. Наверняка каждый из вас может выращивать эту культуру и иметь на столе продукты, а вместе с ним и прибыль. Азиатский кредитный фонд и передача «Дом, хозяйство и село» – это ваш путеводитель и помощник в том, чтобы вы были информированы и достаток в вашем доме приумножался. До новых встреч, дорогие друзья!